Такое ощущение, что властям наплевать на ситуацию внутри страны. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как наш президент выражает соболезнования другим президентам, а на ситуацию в Хороге даже не обращает внимания. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил накануне телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с трагедией в Кемерово. Глубоко опечален известием о взрыве метана на шахте Листвяжная в Кемеровской области, в результате которого имеются значительные человеческие жертвы. Прошу вас, уважаемый Владимир Владимирович, передать от имени народа и правительства Республики Таджикистан родным и близким погибших наши искренние соболезнования и чувства сопереживания. Всем пострадавшим в результате этой трагедии желаю скорейшего выздоровления, говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте главы государства. Конечно же, мы согласны с тем, что трагедия в Кемерово действительно ужасная, и также выражаем свои соболезнования. Но не стоит забывать о том, что сейчас в Хороге идут митинги, которые раскинулись уже на несколько стран мира, но при этом на эту ситуацию наш президент никак не реагирует. Как вам такое? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Жертвами аварии на шахте в городе Белово Кемеровской области стали предположительно 52 человека, в том числе 6 спасателей, сообщили в четверг, 25 ноября, представитель экстренных служб. Официального подтверждения этой информации, к сожалению, нет. По предварительным данным, в шахте никого не осталось в живых, отметил собеседник. По данным агентства Интерфакс, пострадали минимум 49 человек. Также известно, что отсутствуют сведения о 35 работниках. По делу о гибели шахтеров задержаны 47-летний директор шахты Листвяжная, его 59-летний первый заместитель и 36-летний начальник участка. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщили в Следственном комитете. Возбуждено дело по части 3 статьи 217 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшим по неосторожности смерть 2 или более лиц. Но что касается, конечно, печальной статистики, то пока вот здесь в ее активе 52 человека, и судьба 35 горняков пока неизвестна, и в том числе 6 горноспасателей остались под землей, 3 из них подняты. В больницах сейчас находится 38 человек, несколько в тяжелом состоянии, и практически у всех отравление угарным газом. Между тем, поисковая операция на месте происшествия приостановлена. По словам главы МЧС Российской Федерации Александра Чуприяна, это связано с ухудшением газодинамической обстановки в шахте и ростом концентрации метана. Тем временем в Ростехнадзоре сообщили, что в 2021 году в работе Листвяжной было выявлено 914 нарушений. 9 раз ее деятельность приостанавливалась. Общая сумма штрафов превысила 4 миллиона рублей. Но это не сравнится с теми жертвами, которые погибли по вине руководства. Видите, по сути ситуация идентичная. Кто-то наплевал на свой народ, и случилась трагедия. Как вы относитесь к таким ситуациям во всем мире? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.